В эфире информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в программе. С целью налаживания контактов в Абхазии находится делегация Иорданского парламента. Наконец пойдет чистая вода из крана. В Ткварчале запускает водозаборное сооружение. Важный фактор сохранения наследия. В Абхазии появится геоинформационная система историко-культурных объектов. Сегодня президент Рауль Хаджимба принял находящуюся в эти дни в Абхазии делегацию Иорданского хашемитского королевства, возглавляемую вице-президентом собрания Аянов Иордании Муниром Собером. Гостей также принимали в Народном собрании Абхазии. В состав делегации входят сенатор Самих Пино, генерал-майор Давуд Хакуз, экс-депутат парламента Мухаммед Араслан и представитель ТПП Республики Абхазия в Иордании Али Бакиш. Репортаж Ирины Аршба. Для Абхазии важно развивать отношения со всеми странами мира, чтобы о нас знали, чтобы мы были поняты мировым сообществом, отметил президент, приветствуя гостей. Как подчеркнул Рауль Хаджимба, немаловажным стимулом развития двусторонних взаимоотношений с Иорданией является наличие там большой кавказской диаспоры. На территории вашего государства значительное количество наших представителей Кавказа, абхазов, которые живут в этом государстве, вместе с вами строят это государство. И, несомненно, для нас это является тоже стимулирующим фактором для того, чтобы эти активности нарастали. И я благодарен нашей торгово-промышленной палате, которая активно включалась во все эти процессы, дает свои результаты и в вопросах понимания нашего государства со стороны многих стран, которые так или иначе с нами сотрудничают. Уже имеющиеся признания со стороны ряда государств налагают на нас соответствующую ответственность. И мы многое что делаем для того, чтобы наша страна выглядела бы совершенно по-другому. Да, есть определенная активность во взаимоотношениях с Россией, она важна для нас, Россия нам помогает, но мы государство, которое должно само уже заниматься изысканием возможностей, которые есть, и немалые возможности, несмотря на то, что мы не самое большое государство, но ресурсов внутри своей страны достаточно. Их нужно просто правильно, целенаправленно использовать на строительство своей экономики, своего государства. Мунир Собер, вице-президент собрания Аянов Иордании, поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что все члены делегации с большим удовольствием приняли приглашение руководства Абхазии посетить республику. Возможность обсудить перспективы экономического сотрудничества двух стран имеет большое значение, подчеркнул он. Благодарю вас за теплый прием, что вы нас приняли, как вы президент Республики Абхазия. Это для нас очень важно. Как мы кавказцы из Иордании. Мы уверены, что наши экономические отношения в это время очень важны для нас, потому что это считается, что это первый шаг на будущее между нами. Экс-депутата Иорданского парламента Мухаммеда Раслана интересовало, на каком уровне сегодня у Абхазии отношения с Грузией. Рауль Хаджимба, отвечая на его вопрос, отметил, что взаимоотношений с Грузией сегодня у Абхазии нет. Есть только переговорный процесс на площадке женевских дискуссий. Что касается отношений с Грузией, они непростые, они были непростыми и до начала войны. Сегодня практически этих отношений нет. Есть переговорный процесс, который ведется в рамках Женевы. Там обсуждаются практически многие направления наших взаимоотношений, начиная от самого важного для нас вопроса, вопрос неприменения силы. К сожалению, пока грузинская сторона на это не идет, мы воевали, и мы не были зачинщиками этой войны. Мы одержали победу, и возврата к прошлому уже больше не будет. Как отметили члены иорданской делегации, многие представители абхазской диаспоры, которые проживают в Иордании, просили передать слова приветствия и сказали о том, что при первой возможности еще раз приедут в Абхазию. В завершении встречи Рауль Хаджимба подарил вице-президенту Иорданского сената абхазский национальный головной убор башлык, а членам делегации памятные монеты. Мунир Собер преподнес главе государства в дар икону ручной работы, специально изготовленную в Палестине с символами двух стран.
Затем делегацию из Иордании принял спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчи. Во встрече также приняли участие вице-спикер парламента Левон Галустян и депутат Астамур Логуа. Следует отметить, что вице-президент Йорданского сената Мунир Собер четырежды был депутатом парламента и уже трижды является сенатором. В этой связи он отметил важность встречи в стенах парламента Абхазии, так как есть возможность обмена опытом и обсуждения возможностей двустороннего сотрудничества. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. И сегодня же делегацию из Иордании принял министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, делегацию интересовали условия и возможности импорта продукции из Иордании в Абхазию и в Россию через Абхазию, банковская система республики и гарантии со стороны государства для инвесторов. Адгур Ардзинба проинформировал гостей, что Абхазия ежегодно экспортирует в Россию продукцию на сумму около 5 миллиардов рублей, а импортирует товары из России на сумму около 19 миллиардов рублей. Министр рассказал и о преференциях, которые действуют для инвесторов. Он сообщил, что в соответствии с законом об инвестиционной деятельности создан реестр преференциальных проектов, которым государство во всем активно содействует. Как отметил Адгур Ардзинба, для крупных инвесторов у нас предусмотрены льготы в виде освобождения от уплаты налога на прибыль и налога на имущество на срок до 8 лет. Кроме того, по словам министра, в Абхазии развита морская инфраструктура и морские порты способны принимать грузовые корабли до 5000 тонн. Адгур Ардзинба добавил, что вся необходимая для потенциальных инвесторов информация на английском языке имеется на сайте Государственного инвестиционного агентства. В эти дни проходят памятные мероприятия, посвященные 25-летию начала июльской наступательной операции в ходе Отечественной войны народа Абхазии. 4 июля ветераны батальона «Горец» вспоминали своих погибших. В летописи Отечественной войны народа Абхазии есть особая дата – 4 июля 1993 года. В этот день, 25 лет назад, в ходе июльской наступательной операции, батальон «Горец» выполнял ответственное задание, связанное с десантированием на гору Ахбюк, которая по расчетам командования была нейтральной. Однако наши бойцы попали в засаду и оказались в прямом смысле на голом месте. Им негде было укрыться. Не дав высадиться нашим бойцам, враги открыли шквальный огонь по вертолету. Из 46 десантников из этой страшной неравной схватки вышли живыми всего 17 человек. И по сей день есть пропавшие без вести. По ежегодной традиции в этот день ветераны, бывшие бойцы батальона «Горец», матери, друзья и близкие погибших поднимаются на гору, чтобы почтить память героев. Ребята, все вы уже повзрослели. Многих из вас я, конечно, уже не узнаю, глазки не видят, но всех я вас помню и люблю. Дай Бог, что никогда больше, никогда ни капелька крови не пролилась вот на этой земле. Это всего, что я вам желаю. Ну и дай Бог, чтобы наконец-то Бог услышал мою молитву и нашелся мой сын и те, кто еще не опознаны. Мира вам, счастья. И не забывайте никогда, что здесь пролита кровь, что здесь погибли люди. Эта сопка имела стратегическое значение на Шромском направлении Гуместинского фронта. Не взяв Ахбюк, наши бойцы не смогли бы продвинуться ни на шаг, не освободили бы ни Цугуровку, ни Шрому, ни столицу. Это была сложная операция. Овладеть горой и удерживать ее до подхода подкрепления – таково было задание батальона «Горец». Мы удерживали его около сутки, но сил уже не было равен нам. Мы были вынуждены уйти. Но если сказать честно правду, то, которая должна была прийти подкрепление, она, в принципе, задержалась и не смогла подняться вовремя. И у нас не хватало боеприпасов, у нас уже были раненые, убитые. Мы были вынуждены спасти этих раненых. В ходе нынешней встречи на горе Ахбюк было принято решение в следующем году организовать акцию «Тропой героев» с привлечением молодежи. Ибо пока жива память, жив и Горец. Я хочу сказать, что сегодня очень тяжело говорить в этой ситуации, но спасибо вам, братья, большое. Благодаря вам, благодаря нам, медсестрам, что могли, сделали. Благодаря особенно вот этим ребятам, которые погибли. Спасибо вам, матерям и родственникам, которые воспитали их. Мы на вертолете 2 раза поднимались. Это одно. Но когда сегодня едешь по такой дороге на Ахбюк, это совсем другие ощущения. Это все боевые места. Все вспоминаешь. Это, конечно, очень
И ребятам огромное спасибо, кто сегодня такую дорогу сделал. Это просто героизм. Это все благодаря тому, что память наша жива. Сотрудники администрации Сухумского района вместе с ветеранами батальона «Горец» расчистили тропы, ведущие к месту боевых действий. Помимо этого, они заверили всех присутствующих, что в будущем году на месте боя установят памятники из остающихся здесь фрагментов сгоревшего вертолета. Все финансовые расходы берет на себя администрация Сухумского района. Поднявшиеся к месту последнего боя бойцов легендарного батальона «Горец» почтили память всех погибших в Отечественной войне народа Абхазии. А вертолет, как будто бы он в коме, от боли будто скорчившись лежит. Не ожидал такой он тяжкой доли, той, что с людьми ему пришлось делить. Международный комитет Красного Креста в рамках программы по поиску останков и эксгумации тел погибших в Отечественной войне народа Абхазии, начатой в 2013 году, проводит работы в Сухумском парке «Сказка». Об этом сообщает Апснопресс со ссылкой на уполномоченного по вопросам пропавших без вести при кабинете министров Романа Адлейба. По его словам, в работе задействовано большое количество людей. Однако на текущий момент на территории парка «Сказка» останков не найдено. Работать будем до тех пор, пока все не проверим. Здесь есть определенные места, где, по предположениям, можно обнаружить останки погибших, говорит Роман Адлейба. Ранее аналогичные поиски проводились в парке имени Курченко. Всего в Абхазии около 40 мест, где запланированы поисковые работы. Эксгумационный период проходит обычно летом. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил президента Боливарианской республики Венесуэла Николаса Мадуро с Днем независимости страны. Руководство и народ Абхазии высоко ценят вклад Венесуэлы в процесс международного признания независимости Республики Абхазия. Отношения дружбы и сотрудничества, сложившиеся между нашими государствами, с каждым годом крепнут и наполняются новым содержанием, отмечается в частности в поздравлении. У жителей Ткварчала, наконец, будет чистая водопроводная вода. Государственная компания «Апснергылара» завершила ремонт головных водозаборных сооружений в городе. 25 лет жители получали неочищенную и нефильтрованную воду, постоянно подвергая риску свое здоровье. Теперь же после масштабных работ, проведенных фирмой «Ткварчалстрой», будет запущена довоенная водокачка. Подробности в следующем сюжете. 25 лет жители Ткварчала и районных сел получали из крана грязную и неочищенную воду, которую не то чтобы пить, а даже использовать в хозяйственных нуждах было весьма рискованно. В 2016 году госкомпания «Апснергылара» приступила к ремонту головных водозаборных сооружений в предгорье Ткварчала. Еще в 50-е годы прошлого века здесь функционировала полноценная водокачка, полностью разрушенная в ходе войны. Государственная фирма «Ткварчалстрой», подразделение госкомпании «Апснергылара», провела масштабные строительные работы, отреставрировав 2 резервуара объемом 500 кубометров, 4 приямка фильтровального отсека, резервуар с хлором и 2 подземных резервуара объемом 1000 кубометров. Теперь вода из реки Гиджир в первую очередь поступает в 500-кубовые резервуары, то есть проходит необходимые степени очистки. Эта вот магистраль, которую мы сейчас восстановили, она не работала. То есть эти 500-кубовые резервуары, они стояли без воды. Магистраль была проведена с головных водозаборных сооружений. Сверху с гор вода как попадала по трубам, так она и попадала вот в 1000-кубовый резервуар. Без отстаивания. Дно в этих 500-кубовых резервуарах, оно конусное. И подача воды в 500-кубовые резервуары, а сама подача расположена ниже центра. То есть что нам дает привилегированно этот момент, то что песок и ил, он автоматически будет оседать в конусном дне, который легко можно будет смыть путем открывания вентиля. Чтобы вода через установленные решетки очистилась от крупного мусора, веток и листьев, резервуары необходимо переполнить. Далее вода по трубам поступает в фильтровальный отсек. Его также полностью отремонтировали. Установили окна и двери, провели освещение. Здесь одновременно работает 4 приямка. В каждом для очистки речной воды дозированный щебень и кварц. На данном моменте сейчас бригада занимается обратной промывкой, после чего будем подавать, воду через 500-кубовые резервуары. Это дает на сегодняшний день
второй этап очистки. Первый этап очистки воды будет в 500 кубовых резервуаров, второй этап очистки будет в фильтровальных приямках. Из фильтровального отсека вода продолжает путь в контейнерный резервуар с хлором. Химический элемент обеззараживает воду, направляя ее к 2 подземным резервуарам объемом 1000 кубометров каждый. Их госкомпания Апснергеллера также полностью обновила. На том участке расположены 2000 кубовых резервуара, которые были заново отремонтированы. Значит, отбита была штукатурка, были проштукатурены, была нанесена гидроизоляция. Между тысячниками были установлены новые вентиля и частично был заменен трубопровод, который связывает оба тысячника. Уже из подземных резервуаров вода будет распределяться по трубам и доходить до своего потребителя, чистой и безопасной. Пробный запуск сделан, фильтры работают слаженно, как часы. Уже через пару дней после согласования со специалистами водоканала водокачка будет запущена. Резервуар сделан, запущен. Все работы выполнены. Думаю, что уже на днях по старой советской схеме уже будет запущен объект. И от Кварчалцев будет чистейшая вода в кране. Общая сметная стоимость работ по ремонту головных водозаборных сооружений составила более 18 миллионов рублей. Алика Трапш, Илана Казанба, Абхазское телевидение. В Общественной палате прошла встреча инициативной группы граждан, поддерживающих ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции, которая предусматривает уголовное наказание чиновников за незаконное обогащение. На встрече обсудили ситуацию в сфере коррупции и необходимость ратификации Конвенции. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. Как известно, группа граждан Абхазии обратилась к партиям и общественным организациям, ко всем гражданам страны поддержать их инициативу о принятии парламентом 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции, законодательном признании незаконного обогащения криминальным деянием, введении и обязательного декларирования чиновниками доходов и расходов, а также подборе кадров на госслужбу на конкурсной основе. По мнению представителей инициативной группы, принятие такого закона в нашей стране необходимая мера. Мы предлагаем принять это антикоррупционное законодательство, чтобы основные, на кого это распространялось это дело, это были чиновники высшего звена. На них большая ответственность, и поэтому они большими деньгами, они нашими ресурсами, они нашей судьбой, они ее решают, что со всей страной делать, и поэтому их тоже можно немножко ограничить в правах. По мнению члена Общественной палаты Леонида Осия, борьба с коррупционной составляющей – одна из главных задач государства и всего общества. Леонид Осия подчеркнул, что вопрос состоит не в принятии ратификации конвенции, а в ее исполнении. Он предложил инициативной группе рассмотреть вопрос о системном электронном управлении правительства. Сегодня весь мир перешел уже практически на электронную систему управления, где, конечно же, даст возможность это сокращение очень большого числа чиновников, которые не нужны, где бы каждый человек бы со своим числом бы был записан в этой электронной системе, что он платит, какие налоги он платит, заплатил ли, не заплатил, откуда у него эти деньги. Вся система, все в электронной системе в этой будет оговорено и все видно будет. Вот это даст возможность уже контролировать. И человек, который там, предположим, даже не платит какие-то налоги или не может объяснить, откуда у него какие-то средства, которые приобретает. Если он приобретает, они официально должны у него быть на электронной почте, то есть его тот же багаж, там, основные средства, которые у него есть, оно все идет через электронную почту, то есть систему, вернее. Поэтому, конечно же, это, я понимаю, что это нелегкая задача, она немало стоит, и сегодня сделать и завтра все это наладится, конечно, не получится, но идти к этому, конечно, я считаю, очень надо.
В общем, инициатива граждан нашла свою поддержку членов Общественной палаты, которые планируют дальнейшее его обсуждение со всеми заинтересованными сторонами. В случае принятия парламентом закона, признающего незаконное обогащение как криминальное деяние, любой государственный служащий, собственность которого превосходит его задекларированные доходы и активы, отстраняется от работы и обязан лично в судебном порядке доказывать свою невиновность в незаконном обогащении. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Проблемы наркозависимости и незаконного оборота наркотических веществ в Абхазии обсудили сегодня в Сухуми. За круглым столом собрались представители Министерства здравоохранения, образования, МВД, депутаты парламента. Жертвами наркотиков могут стать практически все, но в большей степени это касается молодых людей, а значит будущего страны. В Абхазии с каждым годом увеличивается число потребителей наркотических веществ, говорят специалисты. Всем ведомствам республики необходимо объединиться и создать стратегию антинаркотической политики, отмечали участники круглого стола. Министр здравоохранения Тамас Цахнаки рассказал о планах Минздрава по реабилитации наркозависимых граждан. За 2017 год в республиканском наркологическом диспансере было пролечено более 1350 пациентов, многие из которых стоят на учете. Это преимущественно лица молодого возраста, больные наркоманией и алкоголизмом. Конечно, в рамках нашей стратегии, которую мы разрабатывали в Министерстве здравоохранения, то, что входит в наши компетенции, а именно обеспечение необходимой лечебной и диагностической помощью этой категории больных мы осуществляем. Мы запланировали открытие отделения реабилитации в рамках наркологического диспансера и будем его представлять в виде ведомственной целевой программы на 2019 год. Реанимобиль, оснащенный самой современной техникой, получили в дар абхазские спасатели. Подробности в материале пресс-службы МЧС Абхазии. Реанимобиль на базе микроавтобуса «Мерседес» передан Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия. Акция прошла в рамках комплексного гуманитарного содействия Российской Федерации Республике Абхазия по линии спасательного ведомства нашей страны. Машина передается МЧС Абхазии от МЧС Российской Федерации. Автомобиль реанимационный класса С, высшего класса, предназначен для эвакуации, транспортировки пострадавших любой степени тяжести. По словам специалистов, реанимобиль оснащен по последнему слову медицинской техники и технологий. Данная машина – это, можно сказать, экспертного класса реанимобиль класса С. Он оснащен достаточно полно всем необходимым оборудованием. Это и транспортная ИВЛ, это кардиомониторы, это возможности транспортировки как детей, в том числе новорожденных, так и взрослых. Мы даже в ходе транспортировки можем определять, проводить тропониновый тест с целью диагностики острого инфаркта миокарда, определять свертываемость крови и уже на догоспитальном этапе решать вопрос назначения применения пациентам тромболитиков, которые крайне необходимы при остром коронарном синдроме, что в свою очередь позволит снизить значительно ближайшие и отдаленные осложнения этого грозного заболевания. В церемонии передачи машины приняли участие вице-премьер Астамур Кезба, представители посольства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Абхазии и МЧС России. Мы уже разговариваем вместе с министром здравоохранения. Мы планируем на будущий год создать службу санавиации. Естественно, мы будем вплотную работать вместе и оказывать необходимую помощь в случае необходимости.
Поэтому я считаю, что для нас это большой и огромный подарок. И я хочу еще раз сказать слова благодарности нашим коллегам, те, кто оказали содействие для получения такого транспорта, такого необходимого для нашей страны транспорта. Как говорят специалисты, при спасении людей, при чрезвычайной ситуации шансы сохранить жизнь транспортируемых подобных специализированных микроавтобусах возрастают во много раз. Так что данный автомобиль станет хорошим подспорьем в работе сотрудников МЧС Абхазии. В Абхазии появится геоинформационная система историко-культурных объектов. Об этом заявили в Министерстве культуры республики на открывшейся сегодня 3-й ежегодной конференции по сохранению историко-культурного наследия с участием российских экспертов. Подробнее о системе расскажет Нала Кофе. В рамках совместного проекта «Культурный сезон Россия-Абхазия-2018» проводится научно-практическая конференция. На брифинге, прошедшем в Министерстве культуры республики с участием российских специалистов, Эльвира Арсалия отметила, что за 10 лет существования проекта «Культурный сезон Россия-Абхазия» реализовано более 200 мероприятий разной направленности. Данная научно-практическая конференция проходит уже 3-й год. Подобные мероприятия являются замечательным подспорьем в процессе обмена опытом в таком деле, как сохранение памятников культурного наследия. Ведь многие исторические памятники нашей страны не входят в список ЮНЕСКО, но представляют мировое значение, отметила министр. Для нас очень важно встречаться, делиться мнением, перенимать для себя тот опыт, который складывается в других значит, организациях для того, чтобы это использовать, конечно, для реализации своей программы. Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кубахи отметил, что Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия – первая государственная структура, которая будет использовать геоинформационные технологии. Однако, по его словам, создание ГИС по культурному наследию не будет работать эффективно, если такой же системы не будет и в других органах. Руководитель группы компании «Экогеопроект» Инна Барчин рассказала о сути проекта ГИС. Что есть ГИС-система? Это набор тематических слоев, в которых мы будем вносить огромное количество данных разного формата. Это и текстовое описание объектов историко-культурного наследия, это и табличные данные, это и технические паспорта объектов, это и картографический материал очень важный, очень объемный, это элементы фотофиксации, это карты, планы, это трехмерные модели и облако точек по каждому объекту. Затем на 3-й ежегодной конференции по сохранению историко-культурного наследия, которая прошла в Абхазском госмузее в Сухуме, российские специалисты рассказали о том, как работает ГИС правительства Москвы на конкретных примерах и какую информацию может получить обычный пользователь, зайдя на портал открытых данных. Группа компаний «Экогеопроект» применяет самые современные методы для изыскания и проектные решения, включая технологии воздушного, наземного и мобильного лазерного сканирования, цифровой аэрофотосъемки, георадарной съемки и высокотехнологичные программные комплексы. Международная научно-практическая конференция продлится до 7 июля. На Лакове Астамур-Гожба, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии сохранится облачная погода с прояснениями. Временами дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 24-29 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.